Приветствую всех на канале Магия Песка, мои дорогие и любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Высшие силы, кого ведут вашу жизнь? Вот что решили для вас, какого человека приведут именно к вам на ваш порог? Зачем и почему? Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте на высшие силы. Так и спросите: высшие силы, кого вы ведете на мой порог? Кого ведете в мою жизнь? И пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы даже не знаю, что и думать, что вам сказать. Смотрите, тут мужчина такой вот на спину вас себе берет, садит, ложит и тащит вас в левую сторону. Вы такая маленькая, а он такой большой, крупный, сильный мужчина, сильный. В сегодняшнем дне очень много пустоты у вас в жизни. Тут пустота, одиночество. Вроде люди окружают, но все какие-то вот прям никакие, хочется сказать. Пустые люди. Пустая жизнь, пустые люди. Вот вроде и не в одиночестве вы, но все равно чувствуете себя максимально одинокой. Да, многие делают вам комплименты, многие там что-то рассказывают, обещают, соблазняют. Но вы понимаете, что эти люди играют свои роли, носят свои маски. Почему-то вот в последнее время, как эти женатики, да, несвободные мужчины прям очень сильно активизировались в вашу сторону. Вот любой мужчина, который к вам там подходит, оказывает вам внимание, оказывается женат. Ну вот прям тянет, как будто бы вы заколдованная, да, только женатых привлекаете. А вы уже как бы и потеряли надежду, наверное, либо в принципе не воспринимаете этих мужчин, потому что четко знаете, точно женат. И еще вижу, что в вашем сердце прям заноза есть. Скорее всего, какая-то обида либо на какого-то конкретного мужчину, либо в принципе, да, на мужской пол обида. Вот потому что так себя вели, потому что плохо с вами поступали. Если обида на какого-то конкретного человека, не переживайте. Я вижу, что этому мужчине достанется и за вас, и за других женщин, которых он обижал. Он не только вас обижал, он и других женщин обижал. Поэтому у него там грехов выше крыши. Ему точно достанется. Это вы еще и увидите, и узнаете, и даже удовольствие получите. Так, смотрите. Тройки. Ну да, мужиков много, а толку от них нет. Все тройки. Опять же, как я сказала, женатые. Тройка справа, тройка слева, внизу тройка, вверху тройка. Треугольники, да, постоянно вам предлагают треугольники. И вам еще могут предлагать именно вот роль как любовницы, да. Типа, будь моей любовницей. Вот люблю, не могу, хочу. А вот дальше больше дать нет, вот это мужчина не может сделать. У кого-то еще отыграется, что вы очень долго были в треугольных отношениях, очень много сил там потеряли, времени много потеряли, разочаровались во всем, да. Ну нет у вас веры к противоположному полу. Вот мне идет такое. Хотя сердце подсказывает, что все-таки что-то же есть, а как-то же люди находят нормальных партнеров, становятся счастливыми. Но вы умница, вы себя цените, вы не готовы быть тайной женщиной, не захотите и не будете. Вы теперь хотите быть одной единственной. Вот, это ваша цель и это ваше право. Вы умничка в этом плане. Также вижу, что у кого-то детки есть, и вы в какой-то момент, наверное, всю себя положили на алтарь ваших детей, да, чтобы детей на ноги поставить, чтобы дать им путевку в жизнь, учеба, одеть, содержать, да, там всякие курсы оплачивать, репетиторов. Своей жизнью вообще не жили, да, как личной жизни не было. Ну да, вы делали благородное дело, но опять же принесли себя в жертву, мне идет. Там был какой-то у вас мужчина в этот период, очень серьезный, кстати, мужчина, а вы выбрали все-таки детей, вы выбрали быть матерью, но не женой.
Вот, может, жалеете об этом мужчине, может, думаете, вот если бы тогда я немножко там совмещать бы начала, то была бы замужем, и мне бы было проще. Но там мужчина такой, знаете, немножко бы разочаровал вас. Да, он неплохой мужчина был, но такой, знаете, очень какой-то мягкий, что ли. Как и мягкий, и немного флегматичный, и такой весь обтекаемый, и вроде да, и вроде ни о чем. Но вы могли за него замуж выйти. Ну, если бы вышли замуж, уже бы давно развелись, я вам серьезно говорю. Вы по характеру не такая, вы бы не стали терпеть рохлю рядом. Да, вот прям совсем не ваша. А он еще какой-то немножко туповатый был. Даже вот интеллектуально вам бы неинтересно было с ним. Да, прошлое, конечно, такое тяжелое. Тяжелое прошлое, печальное, грустное и все в тумане. Еще почему-то мне идет в слезах. Много разочарований было. Ну, либо так тяжело вам было, что вы очень часто плакали. Сейчас вы стали совершенно другой. Сейчас вы сильная женщина. Вы уже не плачете. Вы заковали себя в броню. В броне ходите по отношению к мужчинам, по отношению к трудностям, по отношению к тем, кто вас обижает, тем, кто недостоин. Вообще к вам сложно найти подход. В принципе, как к человеку сложно найти подход. А если говорить про мужчин, то там просто задачка со звездочкой. Угу. Тяжело вам строить личные отношения. Ключ. Замок вижу, ключа не вижу. Вы себя на замок закрыли, а ключ выбросили. И мужчины эти ищут ключик, а найти не могут. А вы им не подсказываете, где ключ лежит. Смотрите, я вижу у вас оленя с левой стороны. Олень – это знак трансформации и возрождения. То есть это уже как конец трансформации, это как момент возрождения. Я не могу понять, то ли это к вам относится, этот олень, то ли он относится к тому мужчине. Потому что он слева. Угу. Возможно, к вам идет какой-то перевоплотившийся, переродившийся мужчина. Мужчина из вашего, например, прошлого, да? Кого вы помните как не очень хорошего человека, либо ненадежного человека, либо гулящего, пьющего, не знаю, какого-то несерьезного обалдуя. А он переродился и превратился в благородного. Да? Все-таки олень – это благородное животное. Мужчина стал благородным. То есть с возрастом, как это, вино стал лучше, вкуснее, ценнее, интереснее букет. Если мы говорим о новом мужчине, то этот мужчина идет для того, чтобы возродить вашу любовь, жизнь, желание жить, сексуальную энергию. Если этот олень относится к вам, то вы прошли самый сложный период своей жизни. Вы его прошли, вы выдержали все эти испытания, вы закрыли свою карму, и теперь в счастье, да, вы идете в счастье, потому что олень у нас еще и соларный знак, да, знак солнца, его рога – это лучи солнца. То есть он так вышел странно, что я не могу понять, к кому конкретно он относится. Хотя предполагаю, что он вышел так странно, вы все разные, да, разные люди будут смотреть мою цыпку. У кого-то отыграется, что это ваше возрождение, у кого-то отыграется, что это перерожденный, возрожденный мужчина из прошлого, у кого-то это новый мужчина, который идет перевернуть вашу жизнь, да, возродить вас для нового счастья. Ну, пусть будет, да, это хороший знак, это очень сильный знак. Вот он олень, видите, вот его мордочка, да, вот ушко, а вот они красивые ветвистые рога. Так, мужчина, который будет послан высшими силами к вам, сильный, физически сильный, вот мне идет, что прям очень сильный. Может быть, он какой-то, не знаю, там, спортсмен, да, пауэрлифтингом занимается, тяжести тягает. Может, он и не спортсмен, да, может, любитель какой-то, вот сам для себя там качается, раскачал тело. У кого-то отыграется, что он мужчина от природы, физически сильный, рослый, такой коренастый, сбитый весь такой. Прям богатырь настоящий, да, мужчина. Вы по сравнению с ним, как, ну, не знаю, маленькая дюймовочка. Такая хрупкая, крошечная. Ну, действительно, будет какой-то прям рослый мужик, огромный. Ну, явно выше вас, и явно вот он физически очень развит. Так что вот он где-то появляется, и все смотрят на него, потому что он реально большой, он солнце закрывает. И люди такие, ничего себе, что за громила тут. Мужчина, который производит впечатление такого, знаете, вот прям великана, того, кто может прям скрутить в бараний рог. Но душа у этого мужчины, как у ребенка.
светлая, добрая, чистая, наивная, такая, знаете, нежная. Он очень сострадательный человек. Это тот редкий мужчина, который вот любит кошечек, собачек, который будет смотреть какую-нибудь дораму и рыдать под эту дораму. Да? Вот такой очень чувствительный, очень нежный. У него совсем не соотносятся внешние, да, данные с его внутренним миром. Прям совсем как будто бы душа другого человека вселилась в этого биоробота. Очень громоздкий и такой немножко неповоротливый в плане того, что своими габаритами вот трудно там в узкую дверь, проем дверной войти. Или там в лифте с ним максимально некомфортно, если ты его не знаешь, потому что, ну, устрашающий вид, да, такой большой рослый мужчина. А мужчина послан будет в вашу жизнь для того, чтобы вас себе на спину посадить. И он с удовольствием это будет делать. Возможно, этот мужчина, он чувствовал душой, да, либо почувствует душой, что он вам нужен, что ему хочется помогать, защищать, спасать. Такой, знаете, добрячок он мне идет, да, добрый мужчина. Мужчина появится, вот смотрите, мужчина появится в момент, когда вам очень сильно нужна будет помощь, когда вы одна будете не справляться. Тут либо какая-то нагрузка идет на вас, либо какие-то проблемы. У кого-то еще отыграется, что вам нужна будет защита, да, защита от кого-то, от чего-то. Но вот сложная ситуация мне идет у вас в жизни. И вот в этот момент появляется этот мужчина. Появляется для того, чтобы вас посадить себе на спину и понести, по жизни понести, отбиваясь там от врагов, от неприятностей, перешагивая там горы, да, как проблемы перешагивать. Вы на него полностью сможете положиться, вы полностью можете ему довериться. Но вы людей-то видите насквозь, вы читать умеете людей. Даже если человек там слова не сказал, а вы уже чисто так отсканировали, вы понимаете, кто перед вами. Очень чутки вы к лжи, к лживым людям, к людям-мошенникам. Вы их прям действительно сердцем чувствуете. У вас на них даже какая-то реакция идет. Вот отвращение, мутить начинает. У кого-то еще кашель может быть, да, вот когда лживый человек, когда там кто-то стоит, задумал плохое, вы прям это чувствуете, у вас, как можно сказать, аллергическая реакция идет на лжецов. А в этом мужчине вы прям почувствуете его доброту, его доброе, открытое, нежное сердце почувствуете. И у вас долго такой диссонанс, вы такая, ну как, да, такой вот прям по душе, такой теплый, добрый, по сердцу такой открытый, но при этом выглядит как, громила, да, бандит, вышибала из ночного клуба. Но вы его не будете бояться. Нет, не будете. Вот другие будут бояться, будут там шептаться, близко не будут подходить, а вы бояться не будете. Вот мне идет, что в трудный момент он появится в вашей жизни. И вы прям тоже почувствуете, что этот мужчина пришел к вам не просто так. Может быть, вы будете молиться, либо обратитесь к высшим силам и скажете, ну вот, Боженька, смилуйся, да, помоги, дай знак, реши мой вопрос, да, помоги мне выбраться из этой ситуации. И буквально либо в тот же день, либо на следующий день появится вот этот огромный великан, который вот сразу вам предлагает себя, свою помощь, свою защиту. И еще под этим мужчиной либо буква Е, либо буква Б. Потому что если смотреть под одним углом, это буква Е, если под другим, это буква Б. Это может быть как имя, да, инициалы, первая буква, так и фамилия может быть. Также вот здесь показана женщина, но она какое-то отношение имеет к этому мужчине, но не любовное, сразу говорю. Это не любовь. Может, это его сестра, может быть, это его мама, может быть, не знаю, тетушка его, ну, либо кто, племянница, может быть. Может быть, кстати, и дочь. Дочь, ну, взрослая, да. Опять же, вы все разные и разные возрастные рамки. Женщина, которая с этим мужчиной очень похожа. Да, вот какие-то, может, внешние данные очень похожие. Может быть, и по характеру они очень похожи. То есть они оба очень хорошие люди. И вот вы рядом с ними чувствуете себя как вот залюбленный ребенок, да? К вам такое отношение, как к любимому ребенку. То есть совершенно чужие посторонние люди с любовью, с нежностью к вам относятся, решают ваши проблемы, помогают вам бороться с трудностями.
Знаете, вот честно, кто-то из вас испытает прилив счастья. Но потому что о вас так никто не заботился, к вам никто не испытывал такие чувства, да, не давал вам такого отношения. Вот прям слезы счастья у кого-то будут. Скажете, ну всю жизнь прожила, родня, да, самые родные мои, вот ко мне так не относились, либо не давали мне таких эмоций. А с ними вы прям как залюбленный ребенок. Между ними, кстати, стоите. Я так понимаю, что вы подружитесь не только с этим мужчиной, но и с этой женщиной. Дан ли вам этот мужчина для любви? Я этого не вижу. Честно, я этого не вижу. Возможно, в будущем, да. Мы же смотрим, кто придет, да, и зачем придет. Нам сказали, великан придет, сильный, мощный мужчина с добрым сердцем. Зачем? Затем, чтобы помочь в трудную минуту. Затем, чтобы решить ваши проблемы. Затем, чтобы вас на себе нести. Вот для этого он придет. Про любовь? Нет, я не вижу про любовь. Я вижу про помощь. Возможно, это его первоочередная задача, да, вам помочь, выручить вас. Это отклик на ваш вопрос, на ваш запрос, на вашу горечь жизни. Будет дан такой чудесный, сильный мужчина. А эта женщина рядом с ним, она вам станет подругой. Она как-то умеет утешать, либо она умеет вдохновлять, она умеет, как она обладает очень сильной эмпатией, и она может брать вашу негативную эмоцию и переворачивать ее в позитивную. Она действительно от природы умеет конвертировать, да, негативное в позитивное. Светлые люди, они оба светлые люди. Очень приятно вам будет с ними общаться. Но почему-то мне идет, что кроме вас никто не видит ихнего света. Либо все считают их какими-то странными, не от мира сего, опасными, страшными. Ну, может быть, из-за роста, из-за физических данных. Может быть, потому что они не со всеми общаются, не всем помогают. Как бы люди, да, с добрыми сердцами, они стараются это скрывать, чтобы никто этим не пользовался. Что есть, то есть. И еще, мои хорошие, я вижу, что с этим мужчиной вместе куда-то ездить будете, либо куда-то поедете, в принципе, поедете. Он вас сопровождает, либо он вас везет, да, может, на своем транспорте повезет, может, просто вместе поедете. И вот в том другом месте почему-то на вас смотрят как муж и жена. Да, люди смотрят и думают, они муж и жена, потому что между вами такое общение доверительное, между вами какая-то связь глаза в глаза. И опять же, мужчина как-то там весь в вас уходит. И вас несколько раз могут назвать, что вы муж и жена. И для вас это будет, знаете, не что-то, ой, ужас, вы перепутали, а наоборот, такое приятное, что вам даже не хочется говорить, что нет, вы ошиблись, мы не муж и жена. Вот у кого такое отыграется, вот точно у вас есть будущее с этим человеком. У кого такое не отыграется, то, скорее всего, человек будет послан для того, чтобы помочь вам в трудную минуту, решить вашу проблему, и как пришел, так и уйдет. Но останется в вашей памяти как такой добрый великан, который помог. А вот с женщиной, с его дочкой, сестрой, либо, не знаю, мамой, возможно, вы будете дружить на протяжении жизни. Потому что она классная, она действительно умеет и успокоить, и утешить, и с ее способностями. Может, кстати, она и психолог, да, что-то около этого. Может, она эзотерик даже, да, может, она гадает, сама для себя, либо для знакомых. Но она умеет утешить, она умеет успокоить. Вот с ней вы будете дружны навсегда. Если вас в период вашего общения несколько раз назовут, что вы муж и жена, да, вот люди, не зная вас, видя, как вы общаетесь, скажут муж и жена, то точно вы за этого мужчину потом замуж выйдете. И еще, мои хорошие, тут по возрасту мужчина, он либо в плюс, либо в минус от вас, где-то приблизительно, несколько лет, давайте скажем так, чуть-чуть помладше, либо чуть-чуть постарше. Вот так не идет. Но опять же, если дела делать, проблемы решать, то это вообще не имеет никакого значения. И даже для любви это тоже не имеет никакого значения. Очень необычный человек, очень необычный. Вообще посланники небес, они все необычные. И еще вот я вижу, что у этого мужчины, опять же, это не у всех отыграется, а у кого-то конкретного. Главное задание вас все-таки на лошадь посадить. Вот видите, вот она лошадь, и вы на ней сидите. У лошади очень длинные ноги. И на таких длинных ногах лошадь может перескочить, перепрыгнуть любую гору.
Мужчина, видите, вас посадит на эту лошадь. Лошадь – это работа на самом деле, да, бизнес, работа. То есть мало того, что решит ваши текущие проблемы, так еще и поможет вам, научит вас, либо организует для вас, поможет организовать какой-то рабочий процесс. И это все останется в вашей памяти прям навсегда. Будете чувствовать себя благодарны этому человеку. Ну и небесам благодарны, да, за то, что такого мужчину прислали. Ну, кого-то впрямую мужчина станет спонсором, да, вот если вы вместе будете парой, то он станет вашим спонсором, главным помощником и тем, кто решает ваши проблемы. И тогда вы так легко сможете перепрыгнуть любую гору, любую проблему. Хорошая отсыпка, от нее очень позитивная энергетика идет. Мои хорошие, небеса вас и видят, и слышат, и поверьте, когда вам действительно нужна помощь, небеса всегда откликнутся, откликаются и будут откликаться. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.